Салям алейкум. Здравствуйте. В прямом эфире телеканала «Милет», программы «Бызымак Кымыс. Наше право». И я ее ведущая Оксана Лобода. Сегодня мы поговорим о мерах социальной поддержки реабилитированных граждан в Симферопольском районе. У нас в гостях заместитель главы администрации Симферопольского района Руслан Якубов. Руслан Ришатович, добрый вечер. Салям алейкум, добрый вечер. Руслан Ришатович, расскажите, пожалуйста, как в Симферопольском районе на сегодня осуществляется реализация программы по оказанию материальной помощи на завершение строительства жилого дома реабилитированным гражданам? Как идет этот процесс? В рамках реализации республиканской программы «Крым. Территория межнационального согласия» один из видов оказания помощи является выплата материальной помощи лицам из числа реабилитированных на завершение строительства. Эта программа действует уже третий год. В первый год, конечно, многие с недоверием относились к этой программе, и мы приняли заявление и оказали материальную помощь 14 человекам. Это в 2016 году. 2017 год оказался более успешным в этом направлении. В администрацию Симферопольского района обратилось более 100 заявителей, и после выполнения всех необходимых процедур 62 человека на общую сумму 8 миллионов рублей получили материальную помощь на завершение строительства. Кто имеет право вообще на получение такого вида помощи? Сейчас поясню. В этом году мы уже месяц назад начали прием документов, и вся информация, конечно, размещена на сайте, но хотел бы обратить внимание на очень важные моменты. В первую очередь, это на дом или жилое помещение, находящееся в стадии строительства, необходим правоустанавливающий документ обязательно на земельный участок. Второе, заявитель подтверждает свою принадлежность к категории реабилитированных граждан. То есть он сам имеет справку о реабилитации, либо является сыном, либо дочерью реабилитированного. Материальная помощь оказывается на создание минимальных условий проживания в зависимости от состава семьи. Если это состав семьи 3 и более человек, то возможно оказать помощь на 2 жилых комнаты, санузел, коридор, кухня и топочную. То есть комиссия при выезде обследует вот именно эти помещения, которые уже должны находиться в доме, который имеет там фундамент, стены, кровлю. Ну, степень готовности. Да, степень готовности, да. То есть степень готовности должна быть, это уже вот дом под крышу. И материальная помощь на завершение строительства уже в отделке внутренних помещений, как я уже сказал. Если это один человек, вернее, заявитель в составе семьи 1 или 2 человек, это одна жилая комната и все остальное. Если 3 и более человек в составе семьи, тогда уже 2 жилых комнаты, ну, повторюсь, санузел, коридор, кухня, топочная. Также мы обращаем внимание, что материальная помощь, вот, ну, по практике многие приходят выделить помощь на проведение капитального ремонта. Замена кровли, замена балок, замена окон, замена дверей. В уже построенном доме? Уже построенном, давно в давно обжитом доме. Ну, как бывает вот много таких случаев. Мы возвращались там в начале 90-х, построили дом из того, что было, балки сгнили, там окна сгнили. Просто, пользуясь случаем, хотел бы сказать, чтобы люди зря не теряли время, потому что пакет документов, чтобы составить это, во-первых, время, во-вторых, и некоторые материальные затраты, в том числе и на изготовление там, с БТИ техплана, сбора справок, на капитальный ремонт и там на текущий ремонт, ну, там, побелить, покрасить, поменять обои. Иногда, к сожалению, и с такими к нам приходят обращениями, материальной помощи не выделяется, это идут отказы. То есть это на завершение строительства строящегося дома, который уже накрыт крышей, и практически нужны вот только внутренние работы не завершены. А каким образом определяется, какую сумму выделяет? Вот вы про количество комнат в зависимости от состава семьи сказали, да? А дальше как производится? Делается расчет необходимых строительных материалов на те помещения, которые я выше уже обозначил, и уже комиссия Госкомнадзора, исходя из стоимости, сегодня средней рыночной стоимости на рынке тех стройматериалов, которые определяет комиссия муниципалитета, проводит расчет необходимой выделения суммы материальной помощи. По итогам прошлого года, ну, то есть суммы были от 50 тысяч до 230 тысяч.
В этом году в связи с тем, что повысилась прожиточный минимум, то максимальная сумма может составить где-то в районе 300 тысяч рублей. Ну, довольно-таки приличная сумма, 300 тысяч, считаю, это значительно. Скажите, пожалуйста, а отчетность какую-то потом предоставляет человек, да, вот как ему выделили средства, перевели на счет, или каким образом, да, это происходит? Ну, И потом, еще важный момент, в расчет учитывается только стоимость стройматериалов. То есть стоимость работ по выполнению завершения строительства не оплачивается, То не есть если какие-то бригады будут привлечены строительные, то их работа не будет? Есть утвержденная форма отчетности, которая описывается виды работ, потраченных строительных материалов с обязательным прикладыванием всех финансовых документов. Это чеки, накладные и так далее. И через 9 месяцев после завершения строительства наступает крайняя дата предоставления вот такой отчетности. Повторно выезжает комиссия и проводит уже по месту фотофиксацию, с учетом фотофиксации объема выполненных работ. Ну и мы уже в этом году имели по итогам 2016-2017 года полный спектр всех проверяющих органов, которые вот буквально сегодня закончили работать у нас в администрации. Это прокуратура, счетная палата, органы Финнадзора Республики Крым, которые с выездом на место, то есть после нашей комиссии, еще проверка. Да, правоохранительные органы с выездом на место проверяют эффективность использования бюджетных средств, потому что это бюджетные деньги, понятно, что за ними будет очень строгий надзор. Относиться к этому нужно с ответственностью серьезно, да, что это все будет проверено по итогу. Скажите, пожалуйста, а куда обращаться вот людям, которые хотят получить такую помощь, если они соответствуют вот тем критериям, которые вы ранее озвучили? Ну, мы еженедельно по вторникам и четвергам определились 2 дня приемных дня. Это в отдел межнациональных отношений, который находится по адресу Павленко 1 в здании администрации Симферопольского района. Там специалисты отдела не только принимают документы, но предварительно готовы оказать консультативную помощь, помочь в оформлении всех необходимых справок, заявлений, подачи документов. И в течение 7 дней после подачи документов выезжает рабочая группа комиссии, проводит акт обследования и уже в последующем через еще 10 дней передаются все необходимые материалы в Государственный комитет по межнациональным отношениям. Ну и через 30 дней человека получает уже письменном и в устном виде, его приглашают окончательное решение о выплате материальной помощи. То есть он предварительно еще должен открыть счет, банковский счет, куда ему эти деньги будут зачислены. Спасибо большое, Руслан Ильшатович. Скажите, пожалуйста, вот насколько мне известно, строится довольно-таки много объектов, да, в рамках федеральной целевой программы, в том числе в местах компактного проживания крымских татар в Симферопольском районе. Расскажите более подробно, что это за объекты и на сегодня на какой стадии строительства они находятся? Да, действительно, еще в начале 2015 года, сделав подробную аналитику состояния мест компактного проживания, администрации Симферопольского района удалось включить в федеральную целевую программу большой спектр объектов, крайне необходимых для развития Симферопольского района. В том числе эти объекты находятся на территории мест компактного проживания. Это объекты социально-культурной жизни, ну, к примеру, детский сад в поселке Молодежном на стадии завершения на 260 мест. Детский сад Камышкора, село Доброе на 230 мест. Детский сад в Заречном, школа в Заречном на 800 мест. Не так давно, на прошлой неделе, мы сдали в эксплуатацию, и уже люди пользуются таким благом, как фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, они сейчас называются, в 3 поселках, это местах компактного проживания, это в селе Фонтаны, это в селе Строгановка, это в селе Анаюрт. Это, конечно, стало большим достижением и вкладом, потому что в этих населенных пунктах фактически это первые социальные объекты, где полностью отсутствовали такие объекты, как дома культур, садики, школы. Теперь они начали появляться. Мы почему сделали акцент именно на медицину, потому что там большое количество матерей с маленькими детьми, да, то есть можно сразу обратиться к детскому врачу. Там пожилые люди, которые фактически из-за отсутствия транспортной инфраструктуры сложно было добираться там в больницу, в город, либо в районной больнице для того, чтобы получить первую медицинскую помощь. Это теперь стало возможным
после вот завершения строительства модульных врачебно-лечебных амбулаторий. За предыдущие 3 года, если мы берем инфраструктурные проекты, начну с тех, которые уже завершены, это полностью завершена газификация поселка Темели, Родниковское сельское поселение. В прошлом году сдали объект газификации «Молодежная 5». Сейчас уже завершены, и мы на стадии пуска газа в 2 наших поселках. Это поселок Белая 6, Айкован, газоснабжение, и Белая 6, Анаюрт и Айкован. То есть там сети газоснабжения уже построены, сейчас идут пусконаладочные работы, и люди уже в сентябре могут получить возможность, обратившись в Крымгаз, получить их условия и до зимы рассчитывать на голубое топливо и на комфорт. А как ситуация с газом стоит в Строгановке? Вот я знаю, там люди тоже долгое время ждали подведения газа. Село Строгановка, там большие массивы Мамах и Васиет, так называемые, да, мест компактного проживания, где проживает около 4000 населения. Основным проблемным вопросом там было отсутствие водоснабжения. В прошлом году мы закончили строить магистральные водопроводы, около 8 километров построили. В этом году мы начали проектировать уличные сети водоснабжения, потому что все 15 лет там люди жили на подвозной воде. Мы обеспечиваем даже подвоз, потому что не у многих. Не у всех есть скважины. У всех есть скважины. Вода, допустим, или возможность скважину сделать. Что касается газоснабжения, мы все знаем, что там уже завершено строительство электростанции, да, теплоэлектростанции. Вот по пожеланию администрации при строительстве этой теплоэнергетической станции была построена газораспределительная станция на территории вот именно Строгановки, потому что там построили вот между Денисовкой и Строгановкой эту теплоэлектростанцию. И уже в этом году начат процесс проектирования уличных сетей газоснабжения. Оно включено в региональную программу. Любой желающий может на сайте Госсовета или Совмина посмотреть. Все села Трудовского сельского совета, это Строгановка, Денисовка, Ивановка, будут газифицированы до конца 2020 года. И могу сказать, что вот почему это в качестве компенсации жителям Строгановки они терпели, да, и до сих пор терпят те неудобства, связанные со строительством такого важного объекта для всех крымчан. Ну и вот маленькая такая компенсация или большая компенсация, что в первую очередь будут газифицированы именно эти села, и начнем мы это со Строгановки. Но действительно, это будет здорово, потому что массив большой, и действительно люди очень ждут этого. Но уже хорошо, что там появилась вода, это тоже очень значимо. Мне как раз живут там родственники, поэтому в курсе тоже немножко событий, и знаю, насколько это важно, и как это действительно, какую радость принесло это людям, когда там вода добавить, что уже согласовано с Министерством образования, службой капитального строительства, строительство в Строгановке детского сада на 100 мест. Мы уже подобрали земельный участок, поставили на кадастровый учет. И уже с понедельника займемся выбором земельного участка под строительство школы. Своя школа будет, то есть не надо будет ездить. Первое сейчас стартует строительство детского сада уже с 2019 года. Я думаю, что уже буквально следом мы начнем там строить школу. То есть постепенно идет обустройство районов компактного благодаря региональному бюджету, благодаря поддержке федеральной целевой программы, то есть федерального центра. Ну, и люди видят своими глазами, что действительно такие важные социальные объекты, они появляются и строятся. И вот вы уже назвали достаточно большое количество тех, которые построены на сегодня и которые еще будут строиться. Да? И действительно это очень важно для детей, для молодежи, да, для пожилых людей. И медицина, и образование, и доступность вот этих социальных объектов непосредственно в местах компактного проживания. Таким образом мы возвращаем то самое главное, которое было утрачено, это доверие людей, доверие ко всем ветвям власти, ко всем органам власти. И, конечно, хочется призвать людей к терпению, призвать не просто быть созерцателями того, что сейчас меняется у нас на территории Крыма, а активно участвовать и в социальной жизни села, и в общественной жизни села. Мы часто обращаемся к людям выйти на субботники там, по благоустройству кладбища, либо там, мечетей, церквей, улиц. Осенью, весной это регулярно проводятся такие акции на территории всего района. Но не надо быть
просто созерцателем, надо быть активным участником всех процессов. Делать свой вклад уже. А, кстати, Каменка относится к Симферопольскому району сегодня или город? Пограничные Пока еще не... но это Она к городу, города. скорее Это всего, город, да, это отойдет город. официально уже будет. Город, конечно. Скажите, пожалуйста, вот если перейти к сфере жилищно-коммунального хозяйства, да, я, насколько я знаю, вы также курируете это направление, как заместитель главы администрации Симферопольского района. Вот какие сложности есть в этом направлении и как обстоит дело с вывозом мусора? Да? В первую очередь сейчас лето, очень много отходов, их количество увеличилось. Успевают ли справляться, да, с вывозом мусора на сегодня коммунальные предприятия? Куда вывозят этот мусор? Какие планы на дальнейшее с переработкой, в том числе с вывозом? На территории Симферопольского района из всех сфер оказываем услуг в сфере ЖКХ, да, это водоснабжение, водоотведение, там, газоснабжение, наверное, санитарная очистка, то, о чем вы сказали, это вывоз и транспортировка твердых коммунальных отходов, одна из самых болезненных вопросов по нескольким причинам. Первая причина – это близость города, близость расположенных на территории Симферопольского района большого количества дачных садовых товариществ. Они представляют заселенные территории, которые не являются частью населенных пунктов, но фактически там проживают люди. И охватить эти территории у нас не представляется возможным, и нагрузка ложится на близлежащие населенные пункты, либо на контейнерные площадки сбора мусора, да, будь то черта города, будь черта Симферопольского района. Потому что дачники зарегистрированы там в Ялте, в Алуште, в Симферополе, но пользуются услугами тех контейнерных площадок, там, где проживает, находится. Я это к чему говорю. Те предприятия, которые работают на территории района, имеют договора на вывоз мусора с жителями. То есть фактически оплачивают там 100 тысяч жителей Симферопольского района, а пользуются этими услугами. Еще 100 тысяч, то есть более 100 тысяч живут у нас на дачных массивах, которые, платежеспособность которых там менее 20%. Поэтому это ложится вот таким тяжелым бременем на наши МУПы, которые оказывают услуги. Но вторым сложностью это, конечно... Я прошу прощения, заключить договор, получается, на вывоз мусора может только собственник жилья, да, правильно? собственник То есть, жилья. Поэтому не получается заключить напрямую, допустим, к тем, кто проживает без регистрации, там, либо то есть, эти садовые домики, это юрлица, поэтому могут заключить договор с нашими предприятиями только руководители, да, садовых товариществ. И внутри себя уже собирать деньги, устанавливать там правила сбора мест. Ну, они заинтересованы в этой работе, да, идут навстречу? Они, конечно, стараются, но не всегда у них получается найти общий язык, либо выстроить диалог со своими садоводами. Идут спекуляции, да, с садовых товариществ. Но вот в 2016-2017 году, конечно, здорово помогла региональная программа реформирования ЖКХ, когда в рамках этой программы администрации Симферопольского района было приобретено и передано 10 мусоровозов. К сожалению, мы на территории Симферопольского района не имеем мест складирования, а может и к счастью. То есть так вот была выстроена политика, что в 2015 году мы закрыли все несанкционированные полигоны на территории Симферопольского района. Для экологии, конечно, для экологии, конечно, мы выиграли. Но мы вывозим теперь на территорию Белогорского района в Тургенево и ввозим еще в Сакский район на Евпаторийский полигон. И вот это плечо в летний период из-за пробок на дороге создает определенную сложность. Ну и расходы, конечно же, на бензин. Сейчас мы уже перешли на большинстве случаев даже на двухсменный график работы для того, чтобы обеспечить чистоту наших населенных пунктов. Ну и, конечно, огромная просьба всем жителям заключать договор с теми предприятиями, которые работают. Их у нас всего 3 предприятия. МУП «Добрая», МУП «Райкомсервис», Крымсководная компания. И задача уже наших предприятий не срывать те графики, а мы за этим очень строго следим и вовремя оказывать услуги по вывозу ТКО.
Это гарантирует чистоту населенных пунктов. То есть люди сами в этом должны быть тоже заинтересованы, да, и заключать договора на вывоз мусора, ну, либо уже тогда самим за свою территорию ухаживать, вывозить вовремя и свой мусор как-то складировать и уже непосредственно вывозить, получается, если они не хотят заключать договор, так? Самое главное, знаете, мы всегда просим людей и обращаем внимание не заниматься несанкционированным сбросом. Да, это наши лесопарковые зоны, лесополосы, зоны отдыха. Но пусть уже ты этот бытовой мусор вывезешь, заскладируешь возле контейнерной площадки, специализированные службы вывезут, будет чисто, чем это будет сделано где-то, ну, да, пусть, да, грубо скажу, гадости, там, где потом пойдут наши дети, либо туристы, это будет бросаться в глаза. Ну, нельзя этого делать, это наша земля. Спасибо большое, Руслан Шатович. У нас в завершении осталось несколько минут, еще около 5 минут. Вот еще хотелось бы коснуться вопроса выделения земельных участков, да, реабилитированным гражданам. На сегодня действует ли очередь, да, вот таким гражданам, которые являются нуждающимися, да, в жилье и стоят или хотят, может быть, сейчас стать на очередь на выделение земельного участка? Выделяется или планируется выделить землю вот таким гражданам? Спасибо за вопрос. Ну, хотел вот вернуться к первому вопросу, добавить буквально следующее. По газификации проговорили. В рамках данной же программы мы оказываем материальную помощь в размере 50% от стоимости газификации домовладения. Это тоже не очень, ну, немаловажно. В тех поселках, где уже провели газ, и люди подключились, они также сдают нам документы, мы принимаем. В прошлом году было выделено более 150 тысяч рублей в качестве компенсации на газификацию. В этом году эта программа действует. Поэтому те, кто уже потратили деньги, могут обращаться в отдел межнациональных отношений с соответствующим пакетом документов и получить компенсацию в размере 50% за газификацию домовладения. За подключение за уже подключение, да, за технологическое подключение. Тоже из числа реабилитированных. Возвращаясь к земельному вопросу, могу сказать, что это наиболее, наверное, злободневная проблема, которая стояла еще в 2015 году, потому что это было еще усложнено большим количеством полян протеста, и правительству удалось найти формулу, как бы это сложно не было, приравнять участников полян протеста к льготной категории граждан. Были внесены соответствующие изменения в 66-й ЗРК. На территории вот 5 муниципальных образований Симферопольского района таким образом в реестр вошли около 5000 граждан. Из них более 3500 человек уже получили выписки и постановления Совета министров и уже завершают оформление в частную собственность земельные участки. Это на территории Мирновского сельского поселения. Там было выделено 593 гектара и 46 гектар, то есть около 600 гектар, более 600 гектар под реализацию вот, выделения земельных участков льготным категориям граждан. И, конечно, мы не могли не выделять и остальным категориям граждан, то есть это и многодетные, и участники Великой Отечественной войны, то есть все категории льготных граждан, которые находились на тот момент в Мирновском сельском поселении на очереди, в городе Симферополе, получили на территории района земельные наделы. На данный момент мы закончили работу по формированию земельных участков для остальных 2000 человек. Таким образом было сформировано 1690 земельных участков на территории Чистинского сельского совета. И уже буквально со следующей недели мы начнем выдавать выписки для льготных категорий граждан Чистинского сельского совета. То есть сейчас начнут получать люди вот в Чистеньком? Уже в Чистеньком. Следующий этап — это Укромовское сельское поселение, Молодежинское сельское поселение. И мы планируем совместно с Министерством земельных и имущественных отношений, совместно с Госкомитетом по межнациональным отношениям, конечно, мы работаем очень тесно в контакте в этой сфере, до 1 ноября эту проблему полностью завершить. Те люди, которые вновь сейчас становятся на земельную, на льготную очередь, смогут воспользоваться своей льготой после завершения утверждения генеральных планов населенных пунктов.
Ориентировочно срок утверждения – это октябрь-ноябрь месяц 2018 года. То есть генеральный план у нас сформирован, сейчас идут процедуры общественных слушаний. Генеральные планы по всем населенным Всем пунктам Симферопольского района? Да, 22 муниципальным образованиям. Ну, это очень важно, да, тоже. И сразу после этого, то есть уже в конце 18-го, начале 19 года, начнется выдача земельных участков очередникам из числа льготных категорий, которые вот сейчас вновь становятся. Что касается квартирной очереди, значит, отдельная квартирная очередь из числа реабилитированных по состоянию на март 2014 года была зафиксирована на территории района. У нас к такой категории относится около 200 семей, подчеркну, семей, то есть состав семьи разный, и получается там более 600 человек. Было выкуплено в 2016 году 9 квартир, в 2017 году 6 квартир и передано вот остро нуждающимся очередникам. И в федеральной целевой программе, я не сказал об этом, сейчас скажу, в рамках федеральной целевой программы было включено и успешно реализуется строительство у нас на территории Гвардейского 160 квартирных домов. То есть это 320 квартир, современные планировки, комфортабельные, будут завершены к концу 2019 года. И полностью квартирная очередь по отдельной категории будет снята. То есть все реабилитированные граждане, которые состояли на тот момент, то они получат… И более того, у нас есть небольшой резерв, мы его с учетом демографии и динамики постановки на кварточередь также закладывали, для того, чтобы люди, которые сейчас имели сложности получать справки о реабилитации, там, архивные справки, до конца 2019 года включительно могли привести свои документы в соответствие, подтвердить свою нуждаемость, подтвердить свою категорию реабилитированных граждан, обратиться в органы местного самоуправления. И таким образом и те люди, которые после 2014 года становятся на уже очередь по данной категории, смогут получить жилье и уже решить свои жилищные проблемы. Быть обеспеченным уже жильем, да? Ну, это очень здорово. То есть, получается, до конца 2019 года, кто еще подаст заявление, да, в соответствии с требованием законодательства, то есть перечень документов, которые необходимы, как вы говорили, это и справка реабилитации и подтверждение нуждаемости в жилье, весь пакет предоставит, у них еще есть также шанс получить жилье, и это реально на сегодня. Спасибо большое, Руслан Ришатович, за вашу работу, которую вы ведете. И я думаю, что действительно это видно, да, и люди видят своими глазами то, что происходит на сегодня в Симферопольском районе, да, вот в местах компактного проживания крымских татар, что действительно появляются новые социально значимые объекты. И я надеюсь, что их будет больше, да, строительство будет вестись еще, будет продолжаться, и эти объекты будут качественными и долго прослужат. Благодарю вас за интересную беседу, информацию, которую, надеюсь, воспользуются наши телезрители. Желаю вам удачи. Я хочу напомнить вам, что мы говорили сегодня о социальных мерах поддержки реабилитированных граждан в Симферопольском районе. У нас в гостях был заместитель главы администрации Симферопольского района Руслан Якубов. У меня на этом все. Я прощаюсь с вами ровно на неделю. Увидимся в следующую пятницу в 19:00. Я желаю вам всего самого доброго, хороших выходных. Оставайтесь на нашем канале.